Продукция бытовой химии считается одной из самых востребованных на рынке, поскольку аналогов ей не существует, а это значит, что товар всегда будет в спросе у покупателей. Адам Акеев, изучив рынки, долго думал, какой бизнес перспективнее в регионе. Решение пало на бытовую химию, так как ее не производят не только в республике, но и во всем СКФО. Необходимое оборудование у предпринимателя уже закуплено. То, что мы видим первое, это линия по розливу 5-литровых канистр. Разливается жидкое мыло. В основном связано для того, чтобы наведение порядка, для использования в домашних условиях, мытье полы. Здесь следующее мы видим, это здесь идет процесс приготовления. Это два реактора по тонне, при котором одновременно готовятся разные виды мыла. Следующее мы видим, это оборудование специально закуплено для очистки воды. Здесь настой высокой очистки воды для использования в самом производстве, где при очистке остается только чистая молекула воды. И она 90% качества продукции зависит от самого качества воды. И потому мы вынуждены были закупить специальное оборудование. Дальше мы видим линию, где непосредственно уже разливается, этикируется и укладывается в гофротару продукция, которая готова, уже розлита, уже непосредственно, которую можно продавать в торговую сеть. Пока производство расположено в одном помещении. Здесь, как и подобает, чисто и аккуратно. Каждый сотрудник занят непосредственно своим делом. Благодаря открытию этого цеха удалось обеспечить около 10 рабочих мест. Например, на этом аппарате для выдува полиэтиленовых бутылок делают около 2000 единиц в день необходимого размера тары. Моя работа заключается в том, что я налаживаю линию, налаживаю оборудование и отвечаю за качество бутылки. Сегодня с утра я выдал 1150 бутылок. Работа вообще не сложная. Я очень доволен, что открыли у нас это производство. С принятием решения и оформлением различной необходимой документации предпринимателю помогли в Минэкономике республики. Открытие такого цеха помимо дополнительных рабочих мест – это еще и налоговое поступление. И в министерстве планируют оказать поддержку в развитии такого бизнеса. Это очень хороший плюс в плане того, что цены снижаются на данный вид продукции именно у нас в республике. То есть наш потребитель, наши граждане, они смогут данный вид продукции покупать гораздо дешевле. То есть если мы сейчас смотрим по аналогичной продукции, по ценам почти в 3 раза цены ниже, а качество такое же. Очень часто покупатели сталкиваются с некачественной бытовой химией, а та продукция, которая выходит под известными марками, как правило, не каждому по карману. Потому ингушская марка бытовой химии ставит акцент не только на низкую цену, но и высокое качество производства. Та продукция, которую сегодня привозят, это продукция, которая через третьи руки доходит до них. Сами заводы отдают их крупным оптовикам, оптовики средним оптовикам. И пока она дойдет, она увеличивается в цене. А здесь они могут прямо у себя в республике, никуда не выезжая, приходить, выбирать та продукция, которая им нужнее. В планах у предпринимателя расширить производство и поставлять продукцию в другие регионы. И если за пределами республики предприниматели могут приобрести только ту продукцию, что им предлагают, то здесь готовы производить химию еще и по заказу. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.